В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Дарья Кровенкова. Здравствуйте. С 23 по 26 июня Якутск станет центром креативных индустрий. Здесь состоится второй международный фестиваль «Книжный ветер». Масштабное мероприятие соберет известных сценаристов, писателей, книгоиздателей, архитекторов, иллюстраторов. Какие интересные события подготовили организаторы фестиваля, об этом сегодня мы поговорим с нашим гостем в студии Розой Ивановной Ксенофонтовой, членом молодежного правительства республики, куратором второго международного фестиваля «Книжный ветер». Роза Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с того, вообще у нас география обширная, да, наверное, участников фестиваля. Кто будет, насколько масштабным оно будет, если сравнивать, например, с прошедшим фестивалем? Первый фестиваль у нас прошел в 2024 году. Он был такой очень камерный, можно сказать. Мы смогли привести только 5 издательств. И это было впервые в республике, когда другие издательства приезжают федеральные в наш город Якутск для того, чтобы организовать книжную ярмарку. В этот раз мы смогли выиграть грант Президентского фонда культурных инициатив. Также мы нашли спонсоров, которые нам помогли с перевозкой книг, и поэтому прилетит у нас больше 20 различных издательств. Также у нас фестиваль пройдет по 4 разным направлениям. Это текст, иллюстрация, экранизация и архитектура. Таким образом, мы хотим расширить понятие литературы, что войти в литературу можно не только с помощью книг, комиксов, графических романов, да, но и вход в литературу существует и через киноиндустрию, даже через игры компьютерные, и, конечно же, это через среду, урбанистику, архитектуру в целом. География у нас очень обширная, будут эксперты у нас из Кыргызстана, также это федеральные эксперты, по городам, если перечислить, то это издательства московские, санкт-петербургские, хабаровские, то есть Дальний Восток у нас тоже участвует. Ой, очень такая действительно обширная география. Вы рассказали про направления, да? Может, поподробнее немножко и обсудим, какие направления, что там будет? Каждое направление у нас условно делится на профессиональную программу для тех, кто хочет развиваться в этой сфере. Например, текст, он полностью посвящен у нас писателям, тем, кто только начинает свой путь в литературной деятельности. Иллюстрация — это у нас для художников, комиксистов, для тех, кто иллюстрирует различные книги. Экранизация для тех, кто связан с миром кино, хочет также, например, писатель, он написал какую-то книгу, роман, но хочет, чтобы экранизировали произведение, но не знает, как войти в мир кино, и для таких людей у нас будут мастер-классы, встречи для того, чтобы человек смог переработать свой текст для киноиндустрии. И также будет у нас специальное направление архитектура для того, чтобы планировать различные здания через пользовательский опыт, как можно планировать различные скверы, памятники, какие-то городские пространства и отражать там именно литературу писателей, нашу историю как региональной якутской литературы, так и российской, и чтобы эти пространства были интеллектуально наполнены. И помимо этого еще будет огромное количество мероприятий для горожан, для тех, кто просто интересуется литературой и кому просто интересны масштабные городские мероприятия. Это будет фестивальный характер, то есть огромное количество разных форматов мероприятий, в том числе и концерты, встречи, различные конкурсы, мастер-классы, выставки у нас будут открыты, в том числе и между книг. Это очень интересная у нас выставка художников московских и плюс екатеринбургские. И человеку нужно будет пройти что-то вроде большого квеста и искать книги искать картины между книгами на полках. Вместе с листком он будет ходить с маршрутным и искать эти картины. Ну, еще и помимо этого будет, я смотрю, книжная ярмарка, да? Какие книги можно будет посмотреть там, именно, может быть, приобрести, да? Цены на книги будут намного ниже, чем в магазинах. Это традиционно на книжных ярмарках, это явление очень традиционное. Как я уже сказала, будет большое количество различных книжных издательств. Сам фестиваль у нас посвящен детской и молодежной литературе, поэтому будет очень много всего интересного и современного. И это у нас и комиксы будут. Кстати, есть издательство, которое издало комикс по мотивам якутского, по биографии якутского рэпера. Не будем раскрывать имя, но это будет также презентовано в рамках нашего фестиваля. И можно будет найти огромное количество различных книг, начиная с художественной литературы, заканчивая нонфикшеном и другими различными жанрами.
Может, кто-то еще из местных представит изданий? Обязательно, да. Наше региональное издательство национальное будет представлено. Также это детские издательства наши, да, тоже будут представлены. И, конечно же, это региональные авторы, куда же без них, потому что в какой-то степени такие фестивали делаются для того, чтобы открыть дорогу в федеральные издательства нашим региональным писателям, чтобы они использовали площадку книжных фестивалей для того, чтобы и наладить переводческую деятельность, чтобы их произведения были переведены на другие языки, возможно, экранизировались и так далее. То есть они могут еще представить тем, кто приедет на этот фестиваль, да, и масштабировать, так сказать. Обязательно, да. Это издания. одна из целей нашего мероприятия. Вот на фестивале еще и будут организованы две программы, да, вот для профессионального сообщества и для широкого круга общественности. Вот расскажите об этих двух программах, что там будет. Да, как я уже сказала, у нас существуют вот две разные линейки. И, например, для просто горожан, которые хотят посетить различные мероприятия, у нас будут различные выставки, у нас будут мастер-классы, то есть через макароны можно будет выстроить какой-то объект архитектурный, можно будет погрузиться в историю нашего города, познакомиться с тем, как у нас появляются объекты. По части текста и литературы можно будет посетить автограф-сессии с различными писателями, которые к нам приедут, встретиться с ними, получить мастер-классы по рисованию. Те, кто занимается профессионально этой деятельностью, например, те, кто хотят издавать комиксы, они смогут посетить мастер-классы по тому, как вообще создавать героев, какие истории для этого подходят, даже как физика либо наука, они могут повлиять на литературу и как можно научные фэнтези создавать на сегодняшний день, чтобы это было интересно подрастающему поколению. А вот вы сказали, вот мастер-классы будут, может быть, еще и конкурсы, да, вот может Да, какие-нибудь? конкурсы, несомненно, будут, начиная с простых викторин. Также у нас есть самый большой конкурс на сегодняшний день. Это благоустройство набережной 203-го микрорайона, который у нас проводится в рамках направления архитектура. Таким образом, мы хотим показать, что фестивали могут влиять на то, как меняется регион, могут появляться интеллектуальные какие-то площадки в городах. И по итогам этого конкурса мы хотим в рамках следующих фестивалей запускать уже такие конкурсы именно в районах Якутии, чтобы в каких-то поселках люди тоже наполнялись литературой нативно, просто прогуливаясь по местности. Также у нас проходил конкурс «Орден Тота», называется, на фантастические рассказы и рисованные истории. У нас уже выявлены победители, и в рамках фестиваля в последний день мы объявим, кто же победил. А можете тогда напоследок рассказать, как все-таки стать участником, да? Куда вот подходить, сколько дней будет, по времени тоже сориентировать немножко? С 23 по 26 июня все будет на Комсомольской площади, практически в самом таком проходимом месте. Да. Торжественное открытие у нас пройдет с 18 часов 23 июня. Будет также для жителей Якутии организована трансляция национальной вещательной компании. И мы всех приглашаем, вход полностью свободный, регистрироваться нигде не надо, и можно будет посещать каждый день. Мы будем только рады большому количеству гостей. Каждый день, да? Может, раскройте секреты о будущих планах? Есть какие-нибудь? Нет? Да, мы хотим раскрыть направление, еще добавить, и, например, добавить направление музыка, и посвятить, и презентовать в следующих фестивалях, например, альбом, который посвящен какому-нибудь произведению. И тогда мы откроем еще одну площадку, точку входа в литературу именно через музыку. Еще одно интересное направление — это мода, как можно через свой внешний вид транслировать свои предпочтения в литературе, как можно отразить свой характер, да, если ты любишь какого-то литературного героя. Очень много планов, и мы надеемся, что все это сбудется. Ну, достаточно интересно. Как правило, наверное, возрастных ограничений нет. Возрастных ограничений нет, да, и мы сейчас вместе с рабочей группой, оргкомитетом очень активно ко всему готовимся, и, конечно же, большая благодарность нашему правительству, особенно Министерству культуры и окружной администрации. Очень действительно интересная программа. А может быть, есть вот на практике, что чаще всего посещают и что больше всего вот интересно нашим жителям? Вообще традиция проведения книжных фестивалей будет новой для нашей республики, только второй раз, когда другие издательства к нам приезжают, и поэтому мы только начинаем смотреть на то, что людям интересно, что люди умеют и хотят посещать. Но по опыту прошлого книжного фестиваля мы доказали, что Якутия действительно очень читающий регион, потому что всего лишь за 2 дня практически все книги были распроданы.
Ну и, наверное, участников с каждым годом все больше становится. Да. Так, ну тогда напоследок еще раз приглашаем всех 23 июня на Комсомольскую площадь. Может быть, какая-то мотивация для того, чтобы не упустить эту возможность, может быть, потом уже вот не будет такой возможности. Да, всего лишь 4 дня будет этот фестиваль, и будет практически единственная возможность познакомиться с новыми издательствами, которые у нас не представлены, взять автограф у тех людей, которые работают и в киноиндустрии. Также будет в эти дни у нас, кстати, проходить кастинг для кино, для того, чтобы люди могли войти в список людей, которые в последующем будут призваны в актеры, да, получается, в да? актеры. Это вот если местные режиссеры будут снимать, и уже могут Да, их приглашать да. в список, ничего себе. А как будет проходить кастинг? Ну так. В течение 2 дней он будет проходить для детей и для взрослых, нужно будет подойти, и там будет у нас рабочая группа, которая отбирает. Это вот для подростков, для молодых или вот вообще? Для детей и для взрослых. Ничего себе. Очень здорово. Спасибо, Роза Ивановна, что сегодня к нам пришли. Надеюсь, посетителей станет больше 23 июня. Всех обязательно ждем. Спасибо. Спасибо. Я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.